Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. В прошлом году в Якутии на первом месте по заявкам программы поддержки местных инициатив были объекты по обустройству дорог и благоустройству мест проживания и территорий. По итогам прошлого года Якутия признана регионом, который наиболее активно реализует инициативное бюджетирование на своей территории. О конкурсном отборе проектов на этот год и о субсидиях на их реализацию мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Валерий Жандоров, исполняющий обязанности министра финансов Республики Саха-Якутия. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и прежде всего итоги конкурсного отбора ППМИ на этот год. Сколько проектов поступило, каким образом отбираются проекты и на какую сумму выделяются субсидии на реализацию этих проектов? Да. Действительно, эта программа действует у нас с 2017 года. Она уже достаточно известна всем наследникам. И поэтому участие в этих проектах принимают почти все наследники. У нас 445 муниципальных образований. На конкурс поступило 480 проектов. Так? На самом деле рассмотрение их начинается уже в августе-сентябре в наших муниципальных образованиях. И рассматривалось 1180 проектов населения. Так? Затем идет рассмотрение инициативных групп, голосование на собраниях населения. И выиграет тот проект, за который проголосовало большинство данного населенного пункта. И вот таких из 100 1800 проектов 482 поступило к нам на рассмотрение. Так? Это почти получается по 3-4 проекта рассматриваются на каждом собрании населения по решению вопросов местного значения у себя в наследии. Конкурсный отбор прошли 386 проектов, и на самом деле это охватывает почти 70% поданных заявок. Но еще раз хочу обратить внимание, что это почти 70% наших муниципальных образований охвачены вот этими проектами. А что это за проекты? Мы увеличили сумму субсидий на реализацию проектов до 2 миллионов рублей для муниципальных районов, для городских округов до 3 миллионов на один проект. И в этом году сумма тоже была увеличена на 2024 год, и субсидии из государственного бюджета составила 662 миллиона рублей. Программный комплекс, который обрабатывает все эти заявки, он расположен на сайте УАМ-ТИК Якутия. Все инициаторы проектов заносят туда данные, и сам отбор идет в автоматическом программном комплексе по 11 критериям. Один из весомых вкладов – это, конечно, участие большинства населения, численности населения в отборе и голосовании. Это один из весомых факторов. Вообще сумма на 2024 год в целом составила порядка 983 миллиона рублей. То есть, обратите внимание, 300 с лишним миллионов рублей – это вклад местного бюджета, который составляет не менее 5%, вклады населения – это примерно 27 миллионов, и также вклады местного сообщества предпринимателей, либо тех, кто поддерживает даже извне наследия, это порядка 80 миллионов в этом году. То есть мы поговорим о том, что на 1 рубль субсидий государственного бюджета дополнительный вклад составляет 42 копейки. Это хороший эффект софинансирования. Мы знаем цель этих проектов, когда граждане сами участвуют. И это самый важный фактор вовлеченности граждан в решение вопросов местного значения, распределение бюджетных средств и реализация проектов, которые являются актуальными для них. Таким образом, этот проект получает общественный контроль, поскольку там присутствует вклад населения, и они уже контролируют его полностью, ассоциируя со своим проектом. Это их проект. Установление спортивной площадки, освещение, летнего водопровода, ремонта дороги, даже есть культура и так далее, объекты культуры. Основное – это благоустройство скверов, мест общего отдыха. То есть люди сами создают себе ту комфортную среду, в которой они хотят жить. С 2017 года можно предположить, что накопился большой опыт. Вот расскажите о конкретных примерах реализации проектов. За вот эти годы было реализовано почти на 3 миллиарда 300 миллионов проектов. Это почти 2400 проектов за весь этот период на слегах. Что они охватывали? Самое важное, это первые годы были проекты освещения. Сейчас все наблюдают, что многие населенные пункты, в которых не было даже ни одной улицы с освещением, теперь они все с освещением.
Это те небольшие проекты, когда мы в год выдавали 1,5-2 миллиона, но в каждый год 500 миллионов, это распространялось на 300, как минимум 350 наслегов, появилось освещение, появились благоустроенные скверы, появились спортивные детские площадки, это порядка около 300 с лишним, в целом по 2400 объектов, по сути, да? И это, я считаю, вот дороги, водопроводы летние и так далее. Ежегодный российский конкурс проводится, и у нас победителями регулярно становятся проекты, например, вот село Майя, всегда привожу в пример, когда посреди было заброшенное озеро, теперь это называется сквер любви, оно полностью благоустроено, зимой там каток, летом сквер облагороженный, скамейки и так далее. Там же я хотел подчеркнуть на Николаевском мосту, там самый красивый мост освещенный, сделан пешеходные дорожки. Да? Вот. А победители были у нас и такие, например, реализация проектов в детских садах, организация инновационной зоны, там, где использовано совершенно инновационное оборудование. Это было в одном из сел Чапчинской области. Тоже становились победителями всероссийского конкурса. Возьмем весь период проведения. Можно ли проследить динамику проектов? Какие проекты пользуются популярностью и какие проекты выбирают чаще всего? Чаще всего выбирают проекты благоустройства места общего отдыха, скверы. Затем вслед за этим идут обустройство детских спортивных площадок. Ну, надо сказать, что уже почти это насыщенная тематика. Так. Затем ремонт, в основном это обустройство тротуаров, поскольку не само полотно дорожное, конечно же, это вопросы другого уровня, а вот обустройство тротуаров, пешеходных переходов и мостовых переходов. Водопроводы летние. Очень вначале были проекты востребованные по приобретению труб для проведения централизованного отопления. Это одно из условий было в некоторых наслегах, и граждане сами вот такие проекты реализовывали. То есть обратите внимание на создание комфортной среды по благоустройству. Вот такие, затем спортивные и детские площадки. Затем благоустройство мест, и достаточно было проектов по благоустройству мест захоронения. Это тоже говорит о спектре вот всех направлений, которые граждане хотят со своим участием реализовывать в первую очередь. Но мы знаем о том, что сейчас с инициативами выступают и школьники. В республике началась программа инициативного бюджетирования. Вот расскажите об этом подробнее. Да, в прошлом году мы начали пилотные проекты, и в 2023 году 10 школ уже участвуют в школьном инициативном бюджетировании. Мы провели вместе с научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России 3 образовательных интенсива, которые помогли и детям, и педагогам понять, что такое проектная деятельность, как идея появляется, как ее превратить в проект, как организовать смету, как закупить материалы и как завершить, то есть от и до. Причем это на инициативе только школьников. 10 проектов в прошлом году было реализовано, и на каждый проект в школе мы выделяем из государственного бюджета 300 тысяч. По стране это считается оптимальная сумма 300 тысяч рублей. Это не надо там большие. Это развитие у детей вовлеченности и понимания решения идеи проектов внутри школы, создания своей среды, в которой они хотят обучаться. В этом году мы увеличиваем. Будет уже 20. В прошлом году это было 8 школ городского округа. Город Якутский, 2 школы городского округа Жатай. В ноябре прошлого года прошел форум победителей Всероссийского конкурса школьных и молодежных экологических проектов инициативного бюджетирования «Экошкип», на котором выступили и наши ребята. Расскажите об этом чуть подробнее. Да, вот в этой экологической направленности проектов школьного инициативного бюджетирования участвовало 10 проектов из наших школ. И победителем в номинации выступила у нас Актемская средняя школа имени Шадрина с проектом «Экологический патруль» о заботе о наших младших братьях. Они очень хорошо представили проект. Их выступление на этом конкурсе, я считаю, тоже было очень ярким. Вот, и ребята выступили очень хорошо, и, конечно, этот проект экологического патруля заслужил такой высокой оценки. Это еще раз говорит, что у нас школьники очень активны. Надо просто у них спросить, что вы хотите реализовать в школе. И идей будет фонтан. Например, вот в городском округе Жатай
был тир на чердаке, он был заброшен. Они его реализовали. То есть они вынесли весь мусор, привели стенды, да, пневматические винтовки и организовали обратно тот тир, который был раньше. А ведь до этого проектов не было возможности реализовать. Они сами это захотели, сделали. И вот говоря об идеях школьников, расскажите о Республиканском фестивале лучших проектов школьного инициативного бюджетирования. И вот в рамках популяризации этой идеи и раскрытия самого потенциала мы провели первый такой фестиваль школьных инициатив. И вот эти наши пилоты, 10 школ, полностью представили нашим участникам этого фестиваля. Это были педагоги различных школ, дети, школьники. И показали на примерах в своих роликах, как они создавали идею, как они реализовывали и как она будет реализована. Это был наглядный фестиваль, как реализовываются эти проекты. И дети сами делали презентации. Они выходили кто с песнями, кто это. И это, конечно же, заряжало ту атмосферу в зале и, конечно же, вызывало такое желание всех других школьников и педагогов других школ поучаствовать в реализации такого интересного проекта. Мы думаем, что вот это школьное инициативное бюджетирование, а затем мы сейчас хотим и студенческое инициативное бюджетирование с идеей среднего профессионального образования развить, найдет широкий отклик и будет очень хорошо развиваться. И как вы можете оценить проявление инициативы школьников на сегодняшний день? И есть ли пути развития, вот, чтобы они сами проявляли эту инициативу, сами обращались? Да, вот для этого как раз абсолютно правильно. Это же поддержка развития школьного самоуправления. Туда вовлекаются же не только школьники, но и педагогический коллектив, родители охватываются в обсуждении. Так? При этом средства родителей не допускается привлекать. Они должны реализовать вот в рамках вот этого выделенного бюджета. То есть это тоже рамки для того, чтобы они могли уметь обращаться с финансами. Это же тоже элементы второй программы повышения финансовой грамотности. Идей у школьников всегда много. Одна из первых идей у всех – это создание, и в нескольких школах у нас создали, это зона релаксации. Вот. Есть у нас 2 проекта в этих 10 школах. Радиоузел. То есть у них потребности обсуждать уже на всю школу, да, новости и так далее. Есть хороший проект, значит, маршрутизации в школе. То есть они сделали красивые вывески, где что находится. И сразу преобразилась школа и так далее. Это их идея была. Была идея у одних из школьников поставить фонтанчики с питьевой водой. Вот, они реализуют. У детей раскрывается потенциал, который у них существует, безусловно. Наша задача раскрыть потенциал, приучить их к деятельности проектной в команде. И смета, вот даже элементы реализации сметы тоже показывают на то, чтобы они могли рационально это использовать. Поэтому мы считаем, проект инициативного бюджетирования школьный, студенческий, общий развивает общую финансовую грамотность населения. Что ж, Валерий Алексеевич, спасибо вам большое, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.